Мир вам, братья и сестры, с покровом Пресвятой Богородицы, Святая Дева, моли Бога о нас. Вот такой якутский нож соорудили с Божьей помощью. В ножнах крепко держится, вынимается одной рукой. Пальцем упираетесь, то есть вот, выходит. Такой вот нож сам. И теперь приступим к испытаниям. Вес 85 килограмм был последний раз, сейчас не знаю, по-моему, даже поправился еще. Старею немного, как видно, надо еще. Всем весом немножко придерживаю, чтобы равновесие. Для равновесия только. Вот, и приступим к испытаниям. Это вот рог лося, всем давно знакомый. По всей длине режем режущие кромки. Вот, примерно так. Это вот транспортерная лента. Тоже режет нормально. По дереву. Сучки, не сучки. Без разницы. Ну и можно и тоненькие такие стружечки заворачивать. Если для тоненькой такой отрезки. Кончик тоже режет хорошо. Примерно так. Теперь это вот хвостик крупного рогатого скота. Показываем бритье. И по самой шкуре. Даже на весу можно показать, я думаю. На весу тоже отрезают кожу. Вот. Теперь розетки проверим. Сейчас ветер, поэтому кусочками маленькими такими обычно вот делаю. Примерно так. Вот так вот. Теперь, значит, обслуживание. Когда нож затупится, берете ровный брусок, чтобы плоскость ровная была. На него наждачку. Это дешевле, чем камушки покупать, хорошие, дорогие. Кладете его вот так вот, чтобы не порезаться, или вот так даже можно. И по плоскости со стороны дола. То есть углы выдерживать не надо, плоскости минимум, потому что большую часть плоскости дол занимает. Заточка быстрая и сигнал 0, без подводов. С обратной стороны только заусенчики как бы слегка снимаете. Это можно и об кожу делать. Ножны, значит, тут отдельная история. Два куска можжевельника, две половинки повдоль. Вырезаны все плотно. Раньше вот говорили мне там, что из цельного дерева, но из цельного дерева они делал как-то, они громоздкие получаются, потому что внутри тут пока вылезешь, выберешь, то есть вот так вот уже не сделаешь, чтобы она как бы повторяла. То есть оно было бы вот такое вот мощное, дубовое. Вот. Можжевельник, природный антисептик. Клинок всегда стерильный, всегда приятно пахнет. И из ухода что еще? Вот такой вот баллистол мы делаем домашний. Ну, то есть, как бы,
аналог. Или, ну, тоже, то есть и оружие можно смазывать, и для кожи он полезен, ранки заживляет, и обувь можно, и вот клиночек им хорошо смазывать, чтобы не подвержен был коррозии. И этим же баллистолом, немножко ляпнул, но ничего страшного. Ножны смазываем тоже, чтобы они влагу в себя не брали. Ну, как любая кожа требует ухода, такие нужно тоже. Вот, и ножны, значит, они, получаются, пружинят, эти половинки, они без клея. И оно по принципу как бы сжимает рукоять ножа в устье ножен. Поэтому держится плотно, вот до щелчка захлопываете его, и то есть никогда его не потеряете. Вот этот подвес, он очень прочный. Он, вот, если вот так вот, он мой вес выдерживал, уже где-то видео есть на канале у меня. И он сделан тут одним кольцом цельным, без швов. То есть вот в отверстие заходит и отсюда вот выходит. Получается такая петля уже такая, что ее очень трудно оторвать. Как бы. Вот, в общем, всего самого доброго. Еще раз вот так вот вид сделай. До свидания.